Побить собственный рекорд и выйти вперед вместе с командой. Задача участников соревнований неизменная. На фестиваль съехались самые опытные представители ГТО-движения из 17 муниципалитетов Коми. Говорят, нормативы каждый из них сдавал не раз. Но интерес никуда не пропадает. Предела совершенствованию нету. Поэтому задача стоит именно совершенствование подготовки. Есть нормативы в нашей команде. Кому-то одно дается легче, кому-то другое. Но в целом главное движение вперед. Это не спортсмены, многие даже к спорту отношения имеют посредственно. Это, наверное, больше назовем их физкультурники. Это и преподаватели физкультуры, и труженики предприятий, организаций, учреждений. Разные профессии и разный уровень физической подготовки. И не значит, что спортсмен лучше физкультурника. Иногда физкультурники показывают результаты намного выше спортсменов, потому что комплекс ГТО, он включает в себя несколько нормативов. И надо, чтобы выиграть, надо по всем видам спорта показать высокие результаты. Подтягивания, рывки гири, отжимания, наклоны на гимнастической скамье. Первый соревновательный день оказался насыщенным, в том числе для судейской команды. Оценивать пришлось уровень подготовки 20 участников. Кстати, все судьи специально подготовленные и обученные люди. Проводим судейские семинары, где проходит обучение разбору техники по видам спорта. Судьи после этого тестируются, и затем уже даем возможность поработать сначала на вторых ролях, допустим, а затем, когда человек наберет определенный опыт, он выходит на старшего судью на снаряде. Инта – один из передовиков ГТО-движения в Коми. В этом году муниципалитет занимает первое место по пропаганде и внедрению комплекса. Во всех школах проводят специальные занятия, которые приносят свои плоды. Дети все чаще получают золотые и серебряные знаки отличия. Представитель интинской команды Евгений Кириллов хорошо помнит еще советское ГТО. Было больше ступеней, это раз. Во-вторых, тогда уже немножко превращалось это в какой-то формализм. То сейчас это как целенаправленное движение на здоровый образ жизни. И именно на здоровье человека направлено. Еще один норматив – бег на длинные дистанции участникам приходится сдавать на улице. Хотя сегодня погода не благоволит. Сыро, а потому даже немного скользко. Но фанатов ГТО это не останавливает. В этом нормативе участники разделились не только по полу, но и возрасту. Ветераны ГТО бегут километр или половину дистанции. Самому старшему, кстати, 78 лет. Я всеми видами занимался спортом. Лыжами сейчас занимаюсь, все соревнования районные выступаю. За сезон 12 соревнований участвовал. Занимался гирями, штангой занимался, гимнастика, основной вид был в детстве. Но занимаюсь всю жизнь. Следующий этап – стрельбу из пневматики участники ждут с нетерпением. Это вид спорта вроде бы не массовый, но собирающий множество поклонников. Говорят, кто-то даже приехал со своим оружием, чтобы уверенно показать стопроцентный результат. Таисия Жакова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.